Необычные плакаты появились на стенах 5 медицинских учреждений Сыктывкара. На каждом фотография и история женщины, которая справилась с диагнозом онкология. Благотворительный проект под названием «Ты сможешь» призван помочь всем тем, кто сейчас сражается с болезнью. Евгения Розова вдохновилась историями исцеления. Вот такие яркие пятнышки появились на строгих стенах Республиканского онкологического диспансера. И яркие не только внешне, у них позитивный посыл. На фотографиях те, кто доказал, воля к жизни побеждает. Сыктывкарка Екатерина Ильчукова среди них. Узнав свой диагноз, женщина уже мысленно прощалась с близкими, но вовремя осознала – жизнь стоит борьбы. Я так хочу, чтобы люди поверили в то, что вот все можно преодолеть с помощью своего желания жить. 12 женщин, 12 историй. И одно на всех неистовое желание жить. Проект «Ты сможешь» создали 3 активные и позитивные сыктывкарки. Побывав на краю, Екатерина Соболева, Эльвира Илатовская и Ольга Курсова обрели не только здоровье, но и желание помогать другим. Их миссия – дать силы, знания и поддержку любому, кто столкнулся с диагнозом онкология. Истории на плакатах – это истории про то, что в жизни случается чудо, что мы живем в 21 веке, у нас современная медицина. Если идти за руку с врачом, то обязательно дойдешь до конца и станешь полноценным, здоровым человеком. С активистами проекта «Ты сможешь» солидарен и главный внештатный онколог региона. По словам Андрея Галина, онкология – это социально значимая болезнь. Пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы она не коснулась. Сейчас растет число тех, кто слышит этот диагноз. Но связано это с тем, что стали раньше и лучше выявлять проблемы. При этом врачи стали успешнее справляться с онкологией благодаря новым технологиям и методам лечения. Сейчас у медицины такая установка. Рак – это не приговор. Это тяжелое хроническое заболевание, которое можно побеждать, если правильно настроиться. Когда ставится диагноз, это очень тяжело психологически. Но когда ты видишь тех людей, которые прошли это, тех людей, которые победили свою психологическую зависимость от заболевания, которые смогли показать себя, посмотрите, какие красавицы получились на сегодня, то это, конечно, мотивирует наших пациентов для продолжения лечения. Это очень важно, поскольку только полноценное лечение, а лечение бывает иногда очень тяжелое, но в конечном итоге результат стоит свеч. Онкология меняет жизнь, но каким будет изменение, решает сам человек. К примеру, ситуация со здоровьем привела Ольгу Курсову на путь психологии. Девушка получила специальное образование и сейчас ведет группу бесплатной помощи всем тем, кто столкнулся со сложным диагнозом. У врачей свои задачи. Им некогда эмоционально собирать своих пациентов. Они нацелены на другое. Но людям, особенно кто сталкивается с этим в начале пути, я сама через это прошла, я сама работала с психологом в начале пути. Я прекрасно понимаю всю степень важности этой работы. К тому же мы работаем не только с онкопациентами, мы работаем с их родственниками. Именно с людьми, которые иногда сами не справляются, потому что процесс лечения очень длительный, и людям нужна поддержка. Фотопроект почти сразу перерос в нечто большее. Оказалось, что десятки людей будто ждали, когда им скажут «Не бойся, ты сможешь». Терапевтические встречи, мастер-классы, общение онлайн и в жизни. К примеру, недавно участники проекта впервые собрались на показе фильма «Возрождение», созданной творческой группой из Сыктывкара. Эта история действительно реальная. Это история моей подруги, у которой случилась такая ситуация. Хочется верить в то, что этот фильм будет полезен не только людям, у которых борются с этой болезнью, а вообще для тех людей, у которых сейчас просто, может быть, какая-то трагическая ситуация в жизни, либо просто какие-то сложные периоды в жизни, и что дальше можно жить и нужно жить с позитивом. Пациенты, врачи, визажисты, журналисты, фотографы, волонтеры. Десятки людей объединились в едином порыве. Планов много, как много и тех, кому нужна помощь в разных городах республики. Здорово, что наш проект сегодня выходит за рамки Сыктывкара. У нас уже появились новые девочки-модели, которые тоже прожили историю онкологии для новой фотосессии. Поэтому мы будем продолжать этот проект, и новые плакаты появятся не только в учреждениях, где лечат людей с этим диагнозом, онкодиспансере, диагностическом центре, онкополиклинике, на Гаражной, где проходит лучевую терапию, но и очень надеемся в учреждениях Ухты и дальше вообще по всей республике.
Проект открыт каждому – психологам, готовым помогать словом, координаторам в других городах и, конечно, тем, кому сейчас жизненно необходимо услышать – ты сможешь. Евгения Розова, Роман Боровиков, Иван Богомолов, телеканал «Юрган».